дочери мои любимые, что вам из дальних краев привезти? Любимую многими историю об аленьком цветочке можно было увидеть в концертном зале БКПУ в исполнении театральной студии «Апарт». Спектакль прошел в рамках Всероссийского фестиваля «Аленький цветочек», посвященного 225-летию со дня рождения Сергея Аксакова. Представление стало настоящим подарком уфимским зрителям. В концертном зале можно было увидеть не только взрослых, но и самых юных ценителей искусства. Мне очень понравилось, и мне понравилось, как играла нянюшка. Стрелок. Он потому что из ружья стрелял. В дерево пытался попасть. Все знают сказку о чудовище и прекрасной девушке. Каждый видит ее по-своему. Для одних это история любви, для других рассказ о преданности, для третьих детская сказка. Студенты БГПУ смогли поразить зрителей своим мастерством, показать все стороны старинной сказки. Сидя в концертном зале, переносишься в атмосферу спектакля, представляются старинные домики и красивые пейзажи, наполненные необычными героями, такими как Баба-Яга, Леша и Кикимора, которые появились в постановке. Эти герои гармонично влились в сказку, тем самым сделали спектакль более насыщенным. Закипайте травы дурманные, варитесь кости жабьи да лягушачьи. Это удивительное чувство сопричастности не покидает на протяжении всего спектакля и даже после. Когда мысленно возвращаешься к событиям сказки, переживаешь их снова и снова. В переплетении сюжетных линий постепенно вырисовывается суть аксаковской сказки – вера в любовь и добро. Сам спектакль прошел очень хорошо. Я за ребят очень переживал, волновался, что у них может что-то не получиться, но ребята уже опытные, это уже у нас 4-й спектакль, поэтому те навыки и знания, которые у них есть на данный момент, они уместно и умело применили в данном спектакле. У меня было 2 персонажа. Это первое, это чудовище. Чудовище вроде человек, вроде нет. Превратившись в юношу, поняв, что Аленушку его любит, он верит теперь в любовь. Аленушка – это добрый персонаж, который, несмотря на все трудности, все-таки находит свою любовь, находит счастье, и в итоге она возвращается в свою семью, к своим родным, близким, вместе со своей новой любовью.